У нас объектов много археологических, которые легко связываются с антропологическим туризмом, с этнотуризмом, но они не благоустроены. Вот взять хотя бы, дольмены, это самое такое замечательное, что в нашей республике есть. И есть сомнения, связаны ли дольменная культура и майкопская, в том числе, с адыгами. Раньше это был больной вопрос и сомнительный. Вот несколько лет тому назад, 10 лет тому назад, была выпущена книга, альбом. И там Трифонов, который является настоящим основным исследователем дольменов Кавказа, он пишет, что раньше сомневались. Вот Марковин пишет, что якобы дольменщики прибыли со Средиземного моря, и начиная с конца третьего историю, и они связаны с адыгами. А Трифонов пишет, что сейчас он сделал исследование на побережье в дольменах, которое связывает непосредственно вот древнейшую культуру, эту мегалитическую, с адыгским этносом. Второе, что насчет майкопской культуры. Майкопская культура до сих пор сомневается, под сомнением стоит в науке, что она связана с адыгами. А вот вышла книга Призепкина, одного из майкополетов, петербургского археолога, новосвободнической культуры. Он пишет о том, что новосвободная, раньше это был как бы последний этап майкопской культуры, сейчас он настаивает, что он отдельной культурой предстоит, новосвободнической. И пишет, что ее создавали как бы с одной стороны выходцы из Кавказа, которые некоторое время пребывали в Передней Азии, потом вернулись, и местные протомайкопцы. То есть это уже связано непосредственно. Он даже пишет, что вот те, которые пришли из Месопотамии и создавали майкопскую культуру, они были по языку протосеверокавказцами. То есть это тоже местные, бывшие местные, некоторые пребывавшие в Передней Азии. И вообще есть интересный объект, не объект, а маршрут по Закубанской ветке Великого Шелкового пути. Я его представлял, и он начинается, на территории республики с Ханской, и через Майкоп проходит, потом на Новосвободную, и дальше он доходит до Черкесска, до Карачаевска. И по этому пути на территории республики много есть интересных объектов археологических, в том числе майкопской культуры. И еще хочу добавить, что вот здесь прозвучало в выступлении, что майкопская культура впереди идет по хронологии дольменной культуры, но это уже оспаривается, потому что вот это Железепкин опубликовал гробницы, мегалитические гробницы майкопской и новосвободнической культуры, которые не уступают по древности майкопской культуры. То есть они вместе создавались. И насчет того, что майкопская культура – это отдельная культура, а дольменная можно ближе связать с адыгским этносом, это тоже уже не работает. Так что насчет путеводителя есть все материалы, чтобы его написать.